Всем привет! Сегодня мы собрались в штабе по одному очень хорошему поводу. Сегодня у нас Акбарс выиграл «Спартак» со счетом 3:0. И также сегодня мы выбрали председателя нашего фан-клуба от сообщества «Яшляр». Сегодня ездили на матч Акбарс-Спартак. Акбарс победил. Можем похлопать, поздравить. Спасибо. Вот, и дальше тут дружно собрались вместе все в штабе татар. Сегодня с Азалией мы побывали на матче Акбарса против «Спартака». И мы немножко перепутали верх. Вместо белых мы одели зеленые. Но как бы мы вошли, посмотрели матч. И мне интересно узнать у вас мнение по поводу этого матча. Матч вообще огонь. Пусть люди ходят на фан-зону и поддерживают нашу команду нашей республики. Очень понравилась игра, очень хорошо показали себя команды, что с одной, что с другой стороны. Мне кажется, Акбарсу сегодня повезло с реализацией, они смогли все свои моменты использовать правильно, забить в правильный момент и перехватить всю инициативу. Поэтому удачи им в плей-офф и ждем их в Москве, на финале будем ходить. Это мой первый матч вообще в истории моей жизни хоккея. Атмосфера непередаваемая, болельщики, которые тоже кричат за свою команду, кричалки, это тоже что-то, надо ощутить это нутром, сердцем, надо побывать на матче самом. Особенно мне что понравилось, когда мы уже подходили к мегаспорту, уже люди кричали, были заряжены, то есть ты подходишь к зданию, ты уже насыщаешься вот этой атмосферой. И мы были талисманами сегодня с моей подругой, потому что мы сели на матч, зашли, все, и сразу гол. Понимаешь? Да. И благодаря нам 3 шайбы сегодня подарок Спартаку. Жалко ли нам Спартак? Конечно, нет, потому что татары самые лучшие, я этого не стесняюсь. Только Акбарс, только победа! Вообще, я сегодня утром проснулась и такая думаю, сегодня же матч Акбарса. Я такая, что же я надену, что же надену? Одела я юбку и поняла, что они сегодня выиграют. Не было свободных мест. Приехали все болельщики с разных регионов. Все так сильно болели, что Акбарс не смог просто не победить. Они победили со счетом 3:0. Это был лучший матч вообще, просто. Очень круто, что Яшляр организовывает места на трибуне. Рад, что наши ребята сегодня выиграли 3:0. Спартак, извините, кто болеет за Спартак, но Акбарс сила. Победа любимой команды, она не может не нравиться, особенно когда это Сухарь, и особенно когда это Сухарь в пользу молодого перспективного вратаря Амира Мифтахова. Вот. В фан-зоне очень понравилась эта энергетика. Я впервые, наверное, попала как бы официально в фан-зону, и до этого я просто старалась покупать билеты рядом с сектором. Столько людей, которые болеют за республику, за любимую команду, и действительно это очень вдохновляет. Вот, и очень приятно видеть там своих знакомых. Я не знала, что, например, туда идут ребята с моего землячества, но очень приятно было там познакомиться с новыми людьми и встретить старых знакомых и друзей. Да, было очень интересно, куча новых эмоций, все понравилось. Один раз, когда был гол, прямо так спрыгнул, что чуть не перепрыгнул ряд. До того были эмоции сильные, вот, все понравилось. Акбарс чемпион! Яшляр организовали фан-клуб Акбарса. И сегодня у нас были выборы председателя и выбрали нашу Камилу. Все за Камилу! Камила теперь у нас представитель фан-клуба Акбарса в штабе. Ура! Хочу сказать то, что не зря, скорее всего, ее выбрали, потому что это человек, который любит организовывать различные мероприятия. Она хорошо общается со всей молодежью, к ней прислушиваются. Вот, поэтому я желаю ей успехов в этом, и я знаю, что у нее это получится. Вот, мы ее поддержим. Очень хотелось бы у вас узнать мнение по поводу нашего сообщества Яшляр. Вообще я рад, что такое сообщество есть, потому что именно в это сообщество я начал хоть что-то писать, хоть как-то раскрылся. И вообще надеюсь, что Яшляр будет больше расширяться. Мероприятие, которое организовывал Яшляр, было первым мероприятием, куда я пришла вообще в штаб. Поэтому для меня эта группа значит многое. Она меня позвала как бы сюда и привила любовь к тому, чтобы сюда ходить и знакомиться с новыми людьми. Желаю, чтобы участников становилось больше, активности тоже больше. Они очень сильно стараются, это видно. И
Пусть все их крутые идеи реализовываются, и люди поддерживают их всегда. Вообще мне нравится, что появились такие инициативные люди и немного отделились от штаба татар. Вот. Восхищена этим, рада этому. И пусть ваша маленькая группа расширяется, становится все больше. Вот. Люди продолжают общаться, даже если они уже не студенты. Все мы знаем про студенческий штаб татар, а в Яшляр все-таки люди, которые и студенты, и те, кто работает, и те, кто уже долго живет в Москве, например. И очень приятно, что есть какая-то преемственность, что выпускаясь из одного чата, вы попадаете уже в другой. Вот. И мне очень нравится, что появились такие инициативные люди, которые взяли на себя организацию. Вечеринки Яшляр, я считаю, это открытие этого года. Наконец-то я знаю, куда мне прийти, где будет мне классно, весело, новые знакомства, новые связи какие-то интересные тоже, да, поддержка в первую очередь. Поэтому Яшляр всех приглашаю. Вот. И в беседу, и вообще приходите в штаб. У нас очень много мероприятий, очень весело, вот. Поэтому Яшляр это для меня уже прям такой второй дом. Вот. Хотелось бы услышать какие-то идеи, если будут, либо пожелания, вы говорите, а мы организуем. Хотелось бы у вас спросить, возможно, какие-то пожелания к Яшляру? Ну, только вперед, только вперед. Только алга, только алга. Я надеюсь, что будет больше таких активностей и больше будет ребят приходить на такие, даже маленькие, допустим, мероприятия. Желаю ребятам дальнейшего развития, роста аудитории, интересных мероприятий и побед. Желания будут такие, чтобы вот каждый нашел людей себе по интересам, приходил сюда душевно проводить время. Вот. Самому Яшляр я желаю развития, мощного развития, чтобы было много крутых мероприятий, чтобы с этих мероприятий были хорошие отзывы и чтобы мы отдыхали душой. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам все понравилось. Ходите на наши мероприятия, подписывайтесь на наши чаты. Яшляр рулит, Яшляр крутые. Без болдарабус. Рахмет.